Сверим часы по настоящему времени. Из студии в Вашингтоне вас приветствую я, Роман Мамонов. В ближайший час подробно о главных событиях дня, какими не видится из США. Ответ на хакерские атаки. Барак Обама принял решение о высылке 35 российских дипломатов-разведчиков, о санкциях против ФСБ, ГРУ, 3 IT-компаний и 6 физических лиц. У россиян есть 72 часа, чтобы покинуть страну, закрыть доступ к 2 загородным посольским дачам. Мы не будем опускаться до уровня кухонной безответственной дипломатии. Путин отказался высылать 35 американских дипломатов в ответ, но оставляет за собой такое право в зависимости от политики будущего президента Трампа. А также коротко о праздниках. Как готовится встретить Новый год Нью-Йорк? Прямое включение нашего корреспондента с Таймс-сквер. В середине часа, как всегда, новости экономики и данные с бирж от наших коллег в Нью-Йорке. Но прямо сейчас дайджест новостей от Игоря Тихоненко. Спасибо, Роман. В начале часа, как обычно, о событиях в мире и в США. Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не станет высылать американских дипломатов в ответ на санкции США. Ранее с предложением о такой ответной мере к нему обратился МИД России. Путин назвал санкции провокационными и направленными на дальнейший подрыв российско-американских отношений. Цитата: «Оставляя за собой право на ответные меры, мы не будем опускаться до уровня кухонной безответственной дипломатии», говорится в его заявлении, опубликованном на сайте Кремля. Напомню, накануне Соединенные Штаты объявили 35 сотрудников российского посольства в Вашингтоне и консульства в Сан-Франциско персонами нон-грата в США и предписали им в течение 72 часов покинуть территорию страны. По информации американских властей, выдворяемые дипломаты являются сотрудниками российских спецслужб. Кроме того, российским дипломатам перекрыли допуск в штатах Мэриленд и Нью-Йорк к 2 загородным дачам, которые, как считают в Белом доме, россияне использовали для операций, связанных с разведдеятельностью. Эту тему в деталях буквально через несколько минут обсудят мои коллеги, а сейчас давайте перейдем к другим новостям. За последние 2 месяца хакеры атаковали украинские государственные институты около 6500 раз. Об этом в четверг заявил президент Украины Петр Порошенко. По его словам, расследование ряда инцидентов показало прямую или косвенную причастность российских спецслужб, которые ведут кибервойну против его страны. В декабре хакерским атакам подверглись украинские министерства финансов и обороны, а также государственное казначейство. В результате кибератаки вышла из строя и часть киевской электросети, из-за чего некоторые районы столицы остались без электричества. Из Сирии поступают сообщения о нарушении перемирия. Спустя менее 2 часов после вступления в силу режима прекращения огня на всей территории страны появилась информация о том, что повстанцы захватили ряд районов провинции Хама. Однако официальный представитель повстанческой организации Джаиш Аль-Наср Мохаммед Рашид заявил агентству Рейтер, что перемирие нарушили как раз-таки правительственные силы, обстрелявшие несколько районов провинции Идлиб, которая граничит с Хамой. Как отмечают наблюдатели, в целом режим прекращения огня пока действует. Иракские военные при поддержке сил международной коалиции начали 2-ю фазу наступления на Мосул, последний крупный город, контролируемый боевиками группировки «Исламское государство» в Ираке. Первая фаза операции, напомню, началась в октябре и завершилась несколько недель назад. Как заявили представители коалиции, возглавляемой США, иракские силы добились успеха в 3 направлениях и открыли 2 новых фронта в Мосуле, оттеснив исламистов из нескольких восточных кварталов. В официальном коммюнике коалиции также говорится, что последние атаки оказывают давление на, цитата, «способность группы к объединению войск, а также перемещению боевиков и снабжению». В этом же документе силы коалиции признаются, что в результате их наступления могли быть жертвы среди гражданского населения, особенно во время воздушного налета на больничную автостоянку. И правительство Польши фактически за бесценок купило всемирно известную коллекцию картин. Среди работ, приобретенных Министерством культуры страны, есть и картины таких мастеров, как Леонардо да Винчи и Рембрандт. Всего в так называемой коллекции князей Чарторийских, находящейся в Кракове, 86 тысяч экспонатов. Собрание раритетных предметов не ограничивается произведениями искусства. Коллекция включает в себя около 250 тысяч различных исторических документов и книг. Властям Польши коллекция обошлась в 100 миллионов евро. Однако ее стоимость специалисты оценивают примерно в 2 миллиарда евро. Нынешний владелец коллекции Адам Кароль Чарторийский заявил, что таким образом делает своего рода пожертвования в пользу государства.
Ну что ж, у меня к этой минуте пока все. Роман, пожалуйста, продолжай. Да, Игорь, спасибо. Новые антироссийские санкции, введенные Америкой в связи с хакерскими атаками накануне выборов президента, конечно, главная тема последних 24 часов. Накануне, уже после нашего эфира, Белый дом распространил заявление президента США. 35 российских дипломатов, которых Обама прямо называет сотрудниками российских спецслужб, объявлены персонами нон-грата и обязаны покинуть Соединенные Штаты. Персональные санкции введены против 6 россиян и еще 3 компаний. Также сотрудникам российских дипмиссий запрещен доступ в 2 загородные резиденции. О том, как власти США мотивируют именно такой вариант ответа на хакерские атаки российских спецслужб и другие подробности, узнаем у нашего корреспондента проекта «Настоящее время Америка» Вадима Оленичева. Он выходит в прямой эфир из Государственного департамента Соединенных Штатов. Вадим, приветствую, тебе слово. Да, спасибо, Роман. Цепь событий, которая произошла вот за минувшие сутки и имела отношение к России, некоторые обозреватели новостных агентств здесь, в Америке, назвали просто головокружительной. Ну, речь идет, конечно же, о том, что были в экстренном порядке введены санкции, сразу о которых ты только что сказал. И подчеркиваю, это в данный момент это не акт Конгресса, а это именно указ президента. И вот эти новые санкции, они касаются и российских дипломатов США, и службы ГРУ, то есть Главного управления Генерального штаба, и ФСБ, и некоторых частных лиц. И вот, в частности, в заявлении президента США было сказано, что меры приняты в ответ на, во-первых, агрессивное притеснение представителей США в России, и, во-вторых, в ответ на кибероперации, нацеленные против США. Вот давайте посмотрим один из отрывков из заявления президента Барака Обамы. Кражи и публикации данных могли производиться только по указанию высших эшелонов российской власти. Более того, наши дипломаты в Москве в течение последнего года сталкивались с неприемлемым уровнем притеснений со стороны российских служб безопасности и полиции. Подобные действия не могут не иметь последствий. Да, и вот в частности сказано далее в заявлении, что все американцы должны быть обеспокоенными действиями Российской Федерации. Поэтому санкции, в общем-то, сейчас охватывают значительное число лиц. Это и 35 дипломатических работников, которые названы персонами нон-грата. Это и закрытие 2 дипломатических резиденций в штатах Нью-Йорк и в штате Мэриленд. Об этом, я так понимаю, мы поговорим попозже подробнее в программе. И это новые санкции против 4 офицеров ГРУ и 3 компаний. Было, опять же, привожу формулировку, за материальную поддержку кибероперациям ГРУ. То есть речь идет, судя по всему, о разведоперациях, которые, возможно, проводились под видом дипломатической деятельности. И еще 2 российских граждан, на них наложены санкции за незаконные операции с деньгами, незаконные финансовые операции в киберпространстве. И вот в заявлении далее говорится, что эти санкции являются необходимым и уместным ответом на действия, призванные причинить вред американским интересам. Роман? Вадим, скажи, пожалуйста, но все-таки вот принятые меры, это речь о противодействии все-таки российским разведслужбам или речь идет о сдвиге в политике США в отношении России долгосрочном? Ну, ты знаешь, Роман, и мне, и многим политологам, которых я часто слушаю на различных конференциях и форумах, кажется, что все-таки действительно намечается какой-то политический сдвиг, потому что вот эти вот кибероперации Кремля, они были названы попытками вмешаться, я цитирую, в демократическое устройство западных государств. Может быть, где-то в странах третьего мира это недостаточно серьезная формулировка, но здесь, в Америке, это очень важный лексикон. Вмешаться в демократическое устройство западных государств. Поэтому, судя по всему, Белый дом предоставляет дополнительные полномочия государственным органам и разведслужбам для того, чтобы они более эффективно реагировали вот на эту самую киберактивность из России, которая или вмешивается, например, в избирательный процесс в Америке, или даже пытается его сорвать. И вот ожидается, что Министерство внутренней безопасности США и Федеральное бюро расследований скоро рассекретят техническую информацию, в которой будут содержаться различные данные о киберактивности государственных и военных органов России. Причем делается это, опять же, с целью, как было сказано, облегчить обнаружение и пресечение вредоносной кибердеятельности. Вообще, вот в конце
заявления Белого дома содержится предупреждение, достаточно такое категоричное предупреждение, что все необходимые меры будут осуществляться тогда, таким образом и в тех местах, где Белый дом сочтет нужным. То есть это уже достаточно серьезное заявление. И, в общем, такой вывод можно сделать, что сейчас, это говорю даже не я, а это говорят сперва, вот я слушал многих политологов, потом об этом говорили законодатели, например, недавно Бен Кардин, сенатор США, и вот что это уже не усилие по демократизации России, а начало борьбы за то, чтобы отстоять наш западно-демократический американский образ жизни. Вот такой вот наметился сдвиг, и теперь уже мы видим, что об этом говорит администрация США. Роман? Да, Вадим, благодарю тебя. Вадим Оленичев работает в Государственном департаменте, рассказал о сути введенных санкций. Как мы уже сказали, введенные ограничения распространяются на 2 объекта недвижимости в Соединенных Штатах, принадлежащих России. Речь идет о 2 загородных дачах, которыми пользовались сотрудники посольства в Вашингтоне и генконсульства в Нью-Йорке. Одна расположена на Лонг-Айленде, это штат Нью-Йорк, вторая на берегу Чесапикского залива в Мэриленде. Именно оттуда сейчас в прямой эфир выходит корреспондент «Настоящего времени Америка» Александр Яневский. Александр, рад видеть. Час назад, с полудня пятницы, россиянам формально должен был быть запрещен доступ на этот объект. Как это реализуется на практике? Что мы вообще знаем об этих дачах? Рома, приветствую. Я сейчас нахожусь на месте за моей спиной, вот в том направлении, буквально в нескольких километрах находится та самая загородная дача, которая расположилась на 45 акрах. Ее купил в свое время еще Советский Союз в 1972 году. Сотрудники российского посольства покинули дачу до 12 часов дня. Предположительно, последняя колонна машин выехала в 11:50. И здесь сейчас тихо, кроме меня больше никого нету. По сообщению, посольство России в США уже назвало подобные действия американской стороны, цитирую, объявленные 29 декабря санкции направлены непосредственно на подрыв двухсторонних отношений. Стоит отметить, что российские дипломаты жалуются о том, К сожалению, у нас возникли технические неполадки с Александром Яневским. Возможно, мы попытаемся с ним связаться вновь. Еще раз повторюсь, мой коллега Александр Яневский работает у одной из загородных дач посольства России в Вашингтоне, доступ куда российским дипломатам был запрещен с полудня этой пятницы. Внутри Соединенных Штатов реакция на введенные Бараком Обамой санкции оказалась смешанной. Политики на Капитолийском холме назвали действия Белого дома, Госдепартамента и Министерства финансов адекватными, но запоздалыми. Примечательно, что республиканцы и демократы выступают даже за более жесткий ответ, но на хакерские атаки со стороны российских спецслужб, что делает весьма сложным для для Дональда Трампа, будущего президента, попытки отменить эти санкции после того, как он займет овальный кабинет. Сам миллиардер уже прокомментировал решение Белого дома, хотя и весьма обтекаемо и пространно. Подробнее об этом поговорим с Рафаэлем Сааковым. Он присоединяется ко мне в прямом эфире. Рафаэль, тебе слово. Спасибо, Роман. Да, начну с реакции Дональда Трампа, избранного президента США. Дело в том, что она была все-таки оказалась не столь резкой, как многие, наверное, предполагали, поскольку Дональд Трамп часто реагирует, в том числе, вот, например, мы помним по Израилю, когда была принята резолюция в Совбезе ООН, он много и писал, и говорил. В этот раз не было ни одного твита от Дональда Трампа на тему России, соответственно, это во-первых. Во-вторых, в распространенном кратком заявлении избранного президента США говорилось лишь о том, что США надо двигаться вперед к более важным делам, но при этом на следующей неделе он встретится с руководителями разведсообщества, чтобы получить детальную информацию относительно вот по этому вопросу. И, возможно, как сказал уже будущий пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, после того, как, соответственно, Трамп получит вот эту информацию, он, может быть, изменит свое отношение к хакерскому скандалу. Но это должны быть реальные доказательства причастности России
к совершенным действиям, к инкриминируемым, соответственно, кибератакам от администрации Обамы и сотрудников спецслужб. Гораздо жестче высказалась Келлиан Конвей, менеджер переходного штаба Трампа и будущий советник в Белом доме. Она увидела в принятых Обамой мерах попытки ограничить свободу действий избранного президента и предположила, что эти меры, они политически мотивированы. При этом многие республиканцы действительно поддержали действия Барака Обамы, среди них и сенаторы-республиканцы Джон Маккейн и Линдси Грэм, а также спикер Палаты представителей Пол Райан, который при этом сказал, что это запоздалые в любом случае действия. По его словам, Россия последовательно делала все, чтобы противодействовать интересам США, в том числе сеять хаос и нестабильность по всему миру. При этом Райан подчеркнул, что такое решение администрации Обамы свидетельствует как раз и является соответствующим завершением вот этой восьмилетки неопределенности и не самых лучших отношений, взаимоотношений между двумя странами. Что касается газет американских, которые сегодня, конечно же, очень много писали на тему принятого решения Бараком Обамой, президент Обама наказал Россию напоследок. Такой заголовок в редакционной колонке «Нью-Йорк Таймс». Цитата: «Со стороны Обамы было бы безответственно покинуть свой пост в следующем месяце и позволить думать президенту Путину, что тот может безнаказанно пытаться подрывать американскую демократию. Это было бы особенно опасным наследием, учитывая тревожную близость избранного президента Дональда Трампа к Путину и его упорное нежелание соглашаться с выводами американских разведывательных агентств». Вашингтон-Пост называет действия Обамы кульминацией внутренних споров в США на протяжении нескольких месяцев относительно реакции на совершенные российской стороной провокации в год американских выборов. Издание подчеркивает, что администрация Белого дома не хотела оказывать влияние на исход выборов, и тем самым, возможно, и вызвано вот это промедление. Хотя при этом имени президента Владимира Путина не содержится в заявлении Белого дома, Барак Обама подчеркнул, что действия подобного характера были возможны исключительно с одобрения высокопоставленных членов российского правительства. Очень активно обсуждается, конечно, будет ли Дональд Трамп в состоянии отменить решение Барака Обамы, в том числе вот это решение по России. К примеру, бывший посол США в России Майкл Макфол написал в Твиттере, что Трамп не сможет мгновенно отменить указ Обамы после его инаугурации 20 января. Ему потребуется объяснить, почему его не так сильно волнуют вопросы кибербезопасности, полагает Макфол. Кроме того, он говорит, что Трамп будет шокирован, когда ознакомится с файлами, по всей видимости, речь идет о секретных файлах, с которыми знаком он лично, относительно представителей российских властных структур. Напомню, что Макфол был также специальным помощником президента США по вопросам национальной безопасности. Кроме того, как полагают некоторые эксперты, перед Трампом станет дилемма относительно возможной реакции в американском обществе, как люди воспримут, если Трамп пойдет на такие шаги, в том числе как возврат, соответственно, российских дипломатов, которых отправят сейчас в Россию обратно в США. Их же все же как-никак Белый дом назвал чуть ли не агентами. Так что будет интересно действительно проследить за дальнейшими событиями. Да, Рафаэль, благодарю тебя. И к вопросу о реакции, упомянутый тобой Джон Маккейн, который является главой комитета по делам армии, буквально только что стало известно, он запланировал на 5 января специальное заседание комитета, посвященное киберугрозам Соединенных Штатов в связи как раз с введенными санкциями против России. В числе свидетелей, которые должны будут дать показания, упоминается глава Национальной разведывательной службы Джеймс Клэппер, а также адмирал Майк Роджерс, возглавляющий киберкомандование Соединенных Штатов. Теперь поговорим о российской реакции. Изначально все ожидали, что действия Москвы, как принято в международной дипломатии в таких ситуациях, будут симметричными. Да и в российском МИДе заранее обещали, что незамедлительно ответят на действия Вашингтона. Но в результате Министерство иностранных дел действительно предложило Владимиру Путину выслать 35 российских дипломатов, но, и вот тут главная неожиданность, с формулировкой «мы не будем опускаться до уровня кухонной безответственной дипломатии», Путин решил не реагировать на действия Белого дома. Все подробности сообщит московский корреспондент «Голоса Америки» Данила Гальперович. После того, как администрация Соединенных Штатов ввела в отношении российских дипломатов и российских спецслужб санкции, уже названные беспрецедентными за всю постсоветскую историю, от Кремля ожидали жесткого и, возможно, симметричного ответа как в действиях, так и на словах. И надо сказать, что первыми индикаторами возможности такого жесткого ответа было заявление официального представителя МИДа России Марии Захаровой,
которая в оскорбительных выражениях откомментировала действия Вашингтона. И за этими выражениями, за этой интонацией последовала реакция других политических и административных фигур в России, в частности Константин Косачев, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам, назвал действия Вашингтона агонией политических трупов. Ну и вот примерно в таких выражениях официальные лица в Москве излагали свою позицию до середины дня пятницы, и МИД России в лице Сергея Лаврова сообщил о том, что он предлагает действительно применить зеркальные меры к американским дипломатам, выслать 31 дипломата из Москвы, 4 дипломатов из Санкт-Петербурга и закрыть места для отдыха, а также складирования вещей у дипломатов в Москве. Все изменилось в середине дня пятницы, когда Владимир Путин лично отреагировал на санкции Соединенных Штатов специальным заявлением, в котором он сказал, что Россия не будет создавать проблем для американских дипломатов, запрещать их семьям пользоваться привычными для них местами отдыха в новогодние праздники, не будут никого высылать. И более того, он пригласил всех детей американских дипломатов, аккредитованных в России, на новогоднюю и рождественскую елку в Кремль. Надо сказать, что такой ответ мало кто ожидал. И российская политическая провластная элита моментально поменяла свою интонацию с ругательной в отношении Соединенных Штатов на хвалебную в отношении собственного лидера. Во всяком случае, тот же Константин Косачев, который еще накануне говорил об агонии политических трупов, теперь говорит о том, что он исходит из того, что этот нестандартный, мощный и созидательный сигнал будет правильно прочитан избранным президентом США Трампом. Я цитирую сейчас сообщение Косачева, которое он разместил в одной из социальных сетей. Надо сказать, что в отношении самого шага Соединенных Штатов эксперты в своих мнениях расходятся. Некоторые досадуют по поводу того, что пока из видимых мер наблюдаются только меры политические. В частности, живущий в эмиграции политолог Андрей Пиантковский говорит о том, что Вашингтон мог бы опубликовать данные о коррупционных связях Владимира Путина, о его состоянии, и он этого не сделал. Но другие эксперты отмечают, что, во-первых, это очень серьезный удар, возможный по политической разведке российской в Соединенных Штатах. Все-таки очень много дипломатов выслано, и, возможно, это дипломаты были действительно со специальными полномочиями. А другие эксперты говорят о том, что без санкций самого Владимира Путина такой массированный взлом, такое массированное воздействие на компьютерные системы в Соединенных Штатах было бы невозможно. В частности, генерал... Спасибо, Даниил Галперович. Одновременно с высылкой российских дипломатов-разведчиков и введением санкций Белый дом дал указание американским спецслужбам, которые расследовали хакерские атаки со стороны России, опубликовать заключение экспертов. Отчет подготовлен Национальным центром кибербезопасности и интеграции коммуникаций совместно с ФБР. Андрей Деркач вчитался в документ. Отчет ФБР и Министерства внутренней безопасности сложно назвать подробным. Из 13 страниц только 5 посвящены непосредственно хакерским атакам. Остальные 7 являются списком мер кибербезопасности. По словам авторов, в документе предоставлена лишь часть того, что выяснили американские спецслужбы и частные организации. Напомним, ранее уже были опубликованы более детальные аналитические отчеты компаний Microsoft, Threat Connect и CrowdStrike, которые сходятся во мнении, что руку здесь приложили российские спецслужбы. Когда создаешь оружие, хочется использовать его больше одного раза. Искушение слишком велико. Это часто выдают тех, кто стоял за атакой. Отчет ФБР и Министерства внутренней безопасности указывает на существование 2 хакерских групп. Первая из них, условно названная APT-29, предположительно работает на ФСБ. За второй, APT-28, стоит ГРУ. В документе упоминается 3 эпизода. Летом 2015 года в рамках фишинговой кампании APT-29 направила более 1000 имейлов, содержащих вредоносные ссылки. Среди жертв были и работники американского правительства. В ходе кампании была скомпрометирована одна политическая партия США.
Фишинг – метод, при котором доступ в систему получается с помощью ссылок в электронных письмах, на которые кликает получатель письма, использовала и APT-28 весной 2016 года. Тогда атаке опять подверглась политическая партия США, название которой в документе не указывается. Еще один эпизод имел место вскоре после 8 ноября, дня выборов. Есть и технические подробности. В отчете предоставлен элемент кода и два так называемых индикатора компрометации, которые, как утверждают американские службы, указывают на российских хакеров. Нечто подобное специалисты по кибербезопасности до этого уже видели. В интернете ничего и никогда не исчезает. Можно залезть на 10 лет назад и найти данные о тысячах атак. В случае с российскими атаками мы часто видим, что вредоносное программное обеспечение сделано в часовом поясе, в котором находятся Москва и Санкт-Петербург. То же касается китайской кибердеятельности. Еще мы смотрим, когда хакеры особенно активны. Часто они работают с 9 до 5. Кроме широко известных Fancy Bear и Cozy Bear, отчет приводит еще 46 имен и названий групп, за которыми стоят российские хакеры. Большое внимание в отчете уделено мерам противодействия злоумышленникам. Мы не можем сказать наверняка, что способны собрать материалы для рассмотрения дела в суде, но мы верим, что при более широком спектре доказательств это можно сделать. То, что у спецслужб есть целый набор фактов и доказательств, сомнения не вызывает. По словам Барака Обамы, в ближайшее время Конгресс получит исчерпывающую информацию. Ударное санкционное окончание года обсудим с нашим постоянным комментатором, старшим научным сотрудником Атлантического совета Ариэлем Коэном. Ариэль, приветствую. Ожидал ли ты столь серьезных санкций, как говорят, самых жестких за постсоветское пространство, что будет такой ответ Белого дома? Я ожидал более серьезных санкций, но где-то, наверное, год назад, потому что то, что произошло сегодня, по-русски говорят, в поросячий след. То есть осталось 3 недели Обаме в Белом доме, он решил сейчас показать, кто в лесу хозяин. Привет, но ведь все эти хакерские атаки и взломы не сегодня начались и не позавчера. В 2012 году взломали почтовые ящики Комитета объединенных начальников штабов, то есть Генштаб США был взломан, очевидно, российскими хакерами. Взлом демократического ЦК и Республиканского национального комитета тоже произошел много месяцев назад. Реагировать нужно было быстро, сильно и тихо. А теперь, как бы вынося это все на поверхность, очень велика опасность, что методы работы в киберпространстве Соединенных Штатов и России будут открыты для всеобщего обозрения. Разведсообщество очень старается, чтобы эти методы не показывать никому. И то, что мы знаем, о ком мы знаем, значит, теперь другая сторона будет знать, о ком мы не знаем и кто там еще работает. Поэтому, мне кажется, тут попытка очень ограничить свободу маневра для Трампа, а российская реакция – это подмигнуть Трампу и сказать, мы выше этого, мы все белые пушистые, мы не будем отвечать на шаги Барака Обамы, когда ему осталось всего ничего в Белом доме. Ты сам упомянул Трампа. Почему, вернее, какой, на твой взгляд, может быть реакция будущего президента, учитывая, что республиканцы в Конгрессе говорят, надо было еще жестче отвечать, что мы будем обсуждать еще более жесткие санкции? Трамп, очевидно, совершенно пытается открыть новую страницу в отношениях с Россией, так как это пытался делать Джордж Буш-младший, пытался делать Обама с перезагрузкой. Что у него получится, мы будем еще тут долго обсуждать, я уверен, на «Голосе Америки», как это будет развиваться и чем это закончится. Но я только могу сказать, что Трамп должен очень аккуратно сейчас балансировать. С одной стороны, конечно, перед ним маячит Владимир Владимирович Путин, с которым он хочет наладить хоть какие-то отношения. С другой стороны, республиканцы и демократы, как ты правильно сказал, в Конгрессе будут копать, будет независимое расследование того, что Россия успела сделать в киберпространстве против Соединенных Штатов. А в-третьих, не будем забывать, в Америке 16 разведслужб, у каждой свои приоритеты, и сталкиваться со всем разведсообществом Трампу абсолютно я бы не рекомендовал. Потому что мы помним, когда президенты сталкивались с разведсообществом и какие для них были нехорошие последствия. Поэтому Трамп должен, по идее, если он понимает, как устроен Вашингтон, очень аккуратно балансировать между всеми и проходить между каплями дождя.
Насколько ему это получится, мы, безусловно, будем обсуждать уже в будущем году. Спасибо, что ты был вместе с нами в этом году. С наступающим тебя. Новым Обязательно годом. увидимся. Спасибо. Ариэль Коэн, старший научный сотрудник Атлантического совета. Мы обсуждали введенные санкции. Теперь пришло время в последний раз в этом году связаться с нашей нью-йоркской студией, где в эти минуты готовятся к эфиру наши коллеги по экономическому проекту «Время, деньги». Я приветствую Бориса Кольцова. Борис, с наступающим. На какой ноте завершают рынки этот год? Ром, привет, тоже с наступающим. Рынки очень неплохо завершают этот год. Если говорить об американских индексах, то индекс S&P 500 вырос более чем на 10%, Dow Jones более чем на 17%. Также, пусть небольшим, но ростом завершает год Япония. Британия, кстати, очень неплохо завершает год. Но в минусе, в заметном Китай, но при этом Китаю удалось отыграть провал начала этого года, который был очень значительным. И теперь главное внимание, собственно, приковано экспертов к тому, сможет ли администрация Трампа и сам новый президент воплотить в жизнь все эти обещания, которые вот сейчас авансом вызывают то самое Трамп-ралли, которое мы наблюдаем сразу после дня выборов, уже второй месяц, да? И, собственно, в этом главный вопрос 2017 года. Борис, спасибо. Об этих и других темах в проекте «Время, деньги» буквально через несколько минут на канале «Настоящее время». Ну а в завершении первой части программы мы останемся в Нью-Йорке, чтобы поговорить о наступающем Новом годе. В США готовятся к новогодней ночи, когда миллионы американцев и туристов выйдут на улицы и площади, чтобы отметить наступление 2017-го. Но из-за возросшей террористической угрозы, особенно после недавней атаки в Берлине и инцидента в университете штата Огайо, места массовых гуляний будут под усиленной охраной, а подступы, например, к Таймс-сквер будут перекрыты тяжелой техникой. Сейчас на прямую связь выходит мой коллега Михаил Гудкин, чтобы рассказать, какие меры предпринимаются в Нью-Йорке. Михаил, приветствую, вам слово. Добрый день, Роман. С наступающим. Действительно, на площади Таймс-сквера, где мы сейчас находимся, здесь всегда многолюдно. Но в новогоднюю ночь эта площадь обычно бывает заполнена, что называется, под завязку. Власти города обещают предпринять завтра вечером дополнительные меры для того, чтобы обеспечить безопасность всех этих людей. Как вы знаете, уже упомянули, уходящий год был ознаменован несколькими терактами с использованием грузовиков и других транспортных средств. И сначала это произошло во Франции, в Ницце, и вот совсем недавно, 19 декабря, в Берлине грузовик врезался в рождественский рынок, где было большое количество людей, и тогда там погибли 12 человек, 48 человек были ранены. Ответственность за этот теракт взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство». Так вот, накануне, выступая на пресс-конференции здесь, в Нью-Йорке, глава полиции Джеймс О'Нил заявил о том, что, формулируя свои планы по обеспечению безопасности, городские власти и полиция, и ФБР внимательно отслеживают все то, что происходит в мире, и сделают все необходимое для того, чтобы не допустить ничего подобного здесь, на Таймс-сквер. Что будет предпринято? Подъезды к Таймс-сквер, вот эти улицы, которые прилегают к этой центральной площади города, будут перекрыты 65 грузовиками с песком. Я хочу отметить, что впервые использование грузовиков с песком для обеспечения безопасности массовых мероприятий здесь, в Нью-Йорке, было предпринято более месяца назад во время парада, посвященного Дню Благодарения. И тогда это была достаточно успешная операция. Грузовики действительно были, но они совершенно не помешали проведению парада и тому, чтобы люди получили удовольствие. Так вот, в этом году будет, вернее, завтра вечером уже 65 грузовиков с песком, более 100 патрульных автомобилей, команды быстрого реагирования, специальные оперативные группы по борьбе с терроризмом, кинологи с собаками. Металлоискателей не будет, но городские власти предупреждают, что сумки, которые могут быть у людей, которые собираются прийти сюда, будут досматриваться. И вообще власти не рекомендуют нести на празднование Нового года сумки, рюкзаки и так далее. Так всем будет легче, и безопаснее и веселее, наверное.
Ну и, наверное, будут предприняты какие-то еще дополнительные меры, о которых нам не говорят, но, тем не менее, будет сделано все для того, чтобы праздник прошел без сучка и задоринки, как говорится. Ну, по традиции, в новогоднюю ночь, вот буквально в минуты перед Новым годом, будет спущен хрустальный шар сюда, на площадь Таймс-сквер. И в этом году сигнал к спуску этого шара вместе с мэром Нью-Йорка Биллом де Блазио даст покидающий свой пост генерального секретаря ООН Пан Ги Мун. Они нажмут кнопку, спустится этот шар и будет встречен Новый год. Таким образом, ожидается, что 2 миллиона человек соберутся здесь. Полиция говорит о том, что никаких конкретных угроз в адрес именно Таймс-сквер, празднования здесь нет. Но, тем не менее, будут предприняты все необходимые меры для того, чтобы эти 2 миллиона человек чувствовали себя в безопасности и смогли встретить Новый год. И я надеюсь, что так оно и произойдет, Роман. Я хочу воспользоваться этим случаем для того, чтобы поздравить тебя и всех наших зрителей с наступающим Новым годом. Удачи, счастья, благополучия. Взаимно, Михаил. Михаил Гудкин с Таймс-сквер. Увидимся уже в новом году. Ну а прямо сейчас в нашем эфире стартует проект «Время – деньги». Здравствуйте, вы смотрите «Время – деньги». В студии «Настоящего времени» в Нью-Йорке Борис Кольцов. Главное сегодня. На мировых рынках сохраняется разнонаправленная динамика. Чем запомнится последний день торгов 2016-го? Почему акции компании Apple показывали на этой неделе динамику лучше рынка? Мнение эксперта программы. И денежная реформа в Индии. Уложился ли премьер-министр страны в отмеренный самому себе срок? Китайские акции в последний торговый день 2016 года незначительно выросли, но индекс голубых фишек завершил год снижением более чем на 11%, вопреки признакам устойчивости второй экономики мира. А индекс Шанхай Композит потерял в уходящем году 12,3%. После значительного снижения в начале 2016-го китайский рынок все-таки сумел укрепиться. Два основных рыночных индекса Поднебесный завершили год более чем на 17% выше февральского минимума. В целом китайская экономика в 2016 году показала себя лучше, чем ожидали многие аналитики, благодаря щедрым правительственным стимулам в форме рекордного объема банковского кредитования и увеличения инвестиций в инфраструктуру. Фондовый рынок Гонконга закрыл последний торговый день ростом почти на 1%. Но за год индекс Хан Сенг почти не изменился. Токийский Никей сегодня продолжил снижение и закрылся на трехнедельном минимуме, поскольку инвесторы фиксировали прибыль в последний торговый день 2016 года. При этом японский рынок сумел сохранить набранное за год незначительное преимущество. Индекс Никей в этом году набрал почти 0,5%, демонстрируя прирост пятый год подряд, что стало самым длительным периодом с конца 80-х. Японские акции начали расти после вступления Синдзо Абе на пост премьер-министра. При этом в июне 2015 года Никей пробил максимум почти 2 десятилетий на фоне ожиданий, что монетарная и налоговая политика, а также структурные реформы положат конец десятилетиям дефляции и стагнации. После неожиданной победы Дональда Трампа поддержку японским акциям оказала слабость иены к доллару, который укрепился на фоне ожиданий, что новая администрация будет способствовать росту экономики и инфляции за счет увеличения расходов на инфраструктуру, сокращения налогов и дерегулирования. Как заявил агентству рейтер Казухиро Тахакаси из Daiwa Securities, на японский рынок в этом году в основном влияли внешние факторы, такие как Брексит и выборы в США. В следующем году рынок продолжит готовиться к рискам, в частности к тому, что будет ли Трамп придерживаться той политики, которую обещал проводить. В Европе британский индекс FTSE 100
прибавил почти 14%, показав лучшую динамику в Евросоюзе. Его рост объясняют повышением горнорудного субиндекса, который в 2016 году подскочил на 100% благодаря росту цен на металлы и ожиданиям об увеличении инфраструктурных расходов в США. В целом, все основные европейские биржи удержались в последний торговый день 2016-го в зеленой зоне. Американские индексы после открытия сохранили вчерашнюю тенденцию и находятся в красной зоне. Рекорд индекса Dow Jones в 20 тысяч пунктов уже точно откладывается на следующий год. Про 2017 и уходящий год поговорим сейчас с экспертом в студии. У нас в гостях Джон Ашеа. Джон, привет, спасибо большое, что нашли время для нас. Скажите, пожалуйста, какие наиболее хорошие или выгодные активы вы можете отметить в 2016 году и какие были наиболее неудачными? Фондовый индекс Бразилии показал самый большой рост в уходящем году, в размере 63%. И на это было несколько причин. У них появился новый президент Майкл Тимер, и после его выборов появился оптимизм по поводу того, что он может положить конец рецессии, продолжающейся уже не первое десятилетие. Кроме того, он восстановил доверие к акциям, торгующимся на бразильской фондовой бирже. Благодаря его планам по борьбе с коррупцией, это позволило инвесторам больше полагаться на надлежащее корпоративное управление. С другой стороны, экономика страны экспортоориентированная и зависит от цен на сырье. Мы увидели рост спроса на сырье в мире, особенно со стороны Китая. Больше всего упали акции на фондовом рынке Нигерии. Падение составило 41%. Экономике Нигерии необходимы высокие цены на нефть, чтобы оставаться на плаву. В 2016 году из-за низких цен на нефть они много долларов не заработали и не смогли обеспечить нормальную циркуляцию валюты в стране. Как следствие, они попытались контролировать курс национальной валюты, что привело к весьма негативным последствиям для экономики страны и обрушило фондовый рынок. С другой стороны, похожая проблема была в Египте, но они подошли к ее решению иначе. Правительство позволило национальной валюте упасть, и как следствие египетский фунт упал больше всего в 2016 году и потерял 41% от стоимости. Больше всего в уходящем году выросла валюта, которая не имеет границ. Криптовалюта биткоин подорожала более чем на 100%. Во многом благодаря бегству капитала из Индии и Китая и политике протекционизма в США, Великобритании и Европе. На рынке сырья наибольший рост наблюдался в ценах на газ. Рост составил 60%. Значительная часть этого роста произошла не так давно, на ожиданиях особенно холодной погоды этой зимой. С другой стороны, цены на пшеницу упали на 13% на фоне избытка предложения и увеличения уровня производства. Суверенный долг Венесуэлы вырос на 70%. Хуже всего дела обстоят в Мозамбике из-за кризиса суверенного долга и сильной инфляции. Теперь менее глобальный вопрос. Увидим ли мы в начале года продолжение Трамп-ралли? Рынки снижаются 3 дня подряд, и вопрос о достижении индексом Dow Jones отметки 20 тысяч пунктов отпал. И из-за праздников объем торгов на рынке очень маленький. Это будет первая неделя после президентских выборов, в которую индекс Dow Jones закроется в минусе. Но в целом год был хороший, индекс S&P 500 вырос более чем на 10%, а индекс Dow Jones более чем на 17%. 4 из 5 последних лет мы увидели двухзначный рост на рынке. Но после прихода новой администрации нам предстоит увидеть, смогут ли они реализовать свои обещания по поводу высоких темпов роста американской экономики, что в свою очередь может оказать поддержку справедливо оцененному сейчас по историческим меркам рынку. Спасибо большое. С наступающим. Всегда рад видеть у нас в гостях. С приближением начала президентского срока Дональда Трампа тенденция по возвращению или восстановлению производства на территории США, похоже, становится все более популярной. Американская Steel Corporation сообщает о возобновлении производства на простаивавшем 1,5 года заводе в городке Китак, штат Миннесота. В свое время его пришлось законсервировать из-за падения цен и роста импорта стали. Сейчас у Steel Corporation появились клиенты, заинтересованные в приобретении железорудных окатышей. Благодаря этому в городе будет восстановлено более 200 рабочих мест. Сотрудники вернутся на завод уже в январе, а производство возобновят не позднее марта. Сообщая об этом, агентство Bloomberg отмечает, что его индекс американских сталепроизводителей взлетел в уходящем году на 86% на фоне ожиданий высокого уровня инвестиций в инфраструктуру при президенте Трампе.
Акции компании Apple на этой неделе демонстрировали динамику лучше рынка. У нас в студии сейчас финансист Денис Циклаков. Денис, скажите, на ваш взгляд, с чем это связано? Рынок, в котором находится Apple и в котором находится IBM, растет быстрее, чем Apple и IBM. Но быстрее на 26%, чем IBM. И быстрее на 16%, 16,7%, чем Apple. Грубо говоря, Apple меньше отстает от рынка. Что для меня, на самом деле, как человека, который когда-то занимался слияниями и поглощениями, говорит только об одном. Скоро будут невероятные новости на рынке M&A, потому что этот глобальный рост будут поглощать эти самые компании. Эти самые компании в погоне за ростом рынка, Apple, IBM и подобные, они будут активно поглощать мелкие компании, быстро растущие на рынке. Очевидно, что сегодня Apple это делает просто более эффективно, чем свои peers, чем те, кто это делает на рынке. Сегодня истекает 50-дневный срок, в который премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал закончить денежную реформу и стабилизировать пошатнувшуюся экономическую ситуацию в стране. Все подробности у Ольги Логиновой. Сегодня последний день, когда жители Индии могут вложить средства в старых купюрах в банке или обменять их на деньги нового образца. С наступлением Нового года старые купюры достоинством 500 и 1000 рупий потеряют свое значение, передает Рейтер. Перед зданиями банков и банкоматами сегодня огромные очереди. Всем нам очень тяжело. Возможно, в будущем ситуация улучшится, но сейчас народ страдает. Нам обещали, что через 50 дней все уладится, но этого не происходит. Простой народ, рабочий класс страдает. Мы простаиваем в очередях, испытываем нехватку денег, а результата нет как нет. В стране даже начала пользоваться популярностью новая профессия. Желающие обменять купюры нанимают помощников, чтобы они постояли в очереди вместо них. Также, по информации CNN Money, некоторые банки предоставляют бесплатные автобусы по доставке людей к их банкоматам. На днях онлайн-ритейлер Snapdeal начал продавать наличные деньги с доставкой на дом. Стартап анонсировал свой новый сервис Cash at Home, благодаря которому в нескольких городах Индии клиент может заказать сумму до 2000 рупий, около $30, и получить их с помощью курьерской доставки. Также правительство проводит лотереи по розыгрышу денежных призов среди населения. В первые недели после реформы население в панике скупало все, что было в наличии и в рамках их бюджета. Богатые дорогие часы и золото, товары, чтобы хоть как-то избавиться от сбережений. За ходом реформы в Индии наблюдают экономисты и ученые в разных странах. Мнение лауреат Нобелевской премии считает реформу провальной. Экономисты, в том числе Кен Рогов и профессор университета, считают реформу необходимой. Один из наших постоянных экспертов из академической среды, профессор финансов университета Айовы Артем Дурнев, сравнил денежную реформу в Индии с аналогичной реформой в СССР в 1991 году. Профессор Артем Дурнев сейчас по счастливой случайности находится в Индии, и мы решили узнать из первых уст день, когда старые деньги еще могут. С наступающим Новым годом! В аэропорт Дели большие очереди, то есть как раньше ставить какую-то очередь, мы пока багаж, чтобы поменять какие-то эквивалент $70, плюнули и ушли. Угу. Ну а вот сегодня вы меняли какие-то деньги или вы, в принципе, уже успели разобраться со своей денежной реформой? Нет, довольно-таки все хаотично. То есть если пойти в какой-то банк, из 1000 людей, которые где-то надо что-то записывать. Поэтому мы просто берем взаймы то, что поменяли наши родственники. Вот, я вам сначала покажу старые деньги. Вот это, допустим, 500 рупий старые. Что интересно, отваливаются. Ради этого выпустили 500 рупий новых. Вот это новые. Вот. И самая большая, раньше такой банкноты не было. Большая была 1000 рупий. Вот.
Мы приносим извинения за технические неполадки, возникшие на нашем канале, по которому мы связываемся с Нью-Йорком. Это проект «Настоящее время Америка». Продолжим эфир из Вашингтона, сказав спасибо проекту «Время – деньги». С вами я, Роман Мамонов. Каким бы ни был уходящий год, всегда есть надежда, что уж следующий точно будет лучше. Что ожидают от 2017-го жителей и гости американской столицы, узнал наш корреспондент. Я надеюсь, я молюсь за то, чтобы страна держалась вместе, и я думаю, она будет. Это мой положительный прогноз. Мы живем в Вашингтоне, и многие наши друзья работают в госучреждениях. Так что худший прогноз, что они теперь могут потерять работу. Я боюсь, что уровень экстремизма может вырасти, а экономика, наоборот, ослабеет. У меня хороший прогноз на следующий год. Я должен закончить юридическую школу и закончить хорошо. Мне кажется, в следующем году процесс импичмента по отношению к Трампу или начнется, или даже уже будет завершен. Я думаю, следующий год будет очень и очень хаотичный. Сложно даже что-то предположить. Я думаю, это должен быть очень хороший год. Единственное, что беспокоит, это погодные изменения и природные катастрофы. В новогоднюю ночь часто происходят события, которые находятся за гранью нашего понимания. Именно такое событие ожидают некоторые жители Южной Каролины, которые с наступлением Нового года превратятся в жителей соседнего штата, Северной Каролины, причем не выходя из дома. Станет ли это еще одним поводом для празднования, узнаете в следующем сюжете. У некоторых жителей штата Южная Каролина 1 января начнется новая жизнь. Мы жили здесь, думая, что умрем в Южной Каролине. Ди Мартин и ее муж не ожидали, что 1 января 2017 года они станут жителями другого штата. Мы никогда не ожидали, что будем жить в Северной Каролине. Это будет непросто принять. Семья Мартин живет в одном из 19 домов, которые с 1 января сменят адрес с Южной Каролины на Северную Каролину. Это результат долгой юридической баталии между двумя штатами, которые наконец договорились о том, где проходит их общая граница. Граница пройдет прямо здесь, посередине дома. Одна сторона будет в Северной Каролине, другая сторона в Южной Каролине. Граница перерезает спальню Энджи Инглвуд пополам. Она и ее дети спят в разных штатах. Однако не только это вызывает недоумение обитателей приграничья. Это граница моей земли. Мартин Рутен с 1 января будет платить 2 налога на имущество. Один в Южной Каролине, второй в Северной Каролине. Налоговые ставки, льготы и требования в штатах совершенно разные. Пенсионеры вроде меня пострадают больше всех. Муж Ди Мартин тяжело болен, пользуется кислородными баллонами и редко покидает дом. Теперь она вынуждена отказаться от удобных ей услуг поставщика кислорода из Южной Каролины, потому что у фирмы нет лицензии для работы в Северной Каролине. И вот 1 января мы должны будем найти себе нового врача в Северной Каролине, иначе никто не выпишет нам рецепты на лекарства. Ди Мартин никак не ожидала, что ее жизнь может внезапно так измениться. И она подумывает о том, чтобы перебраться на другую сторону улицы, обратно в Южную Каролину. Вот так страсти. Серене Уильямс, похоже, надоело ходить в холостячках. Знаменитая теннисистка под конец года огорошила своих фанатов неожиданным заявлением. Самая богатая спортсменка планеты выходит замуж. О том, кто станет счастливым обладателем руки и сердца Сирены, знает наш обозреватель Максим Москальков. Макс, раскрывай секреты. Привет, Рома. Жених Сирены тоже не из бедных. Им стал основатель популярного сайта Reddit. Американский миллионер армянского происхождения Алексис Оганян. Будущий супруг теннисистки также известен как активист, писатель, маркетолог и друг главы Фейсбука Марка Цукерберга. О помолвке оригинальным способом объявила сама Сирена. И, конечно же, через Reddit. Я пришла домой немного поздно. Кто-то уже упаковал мою сумку, а внизу уже ждало такси. Пункт назначения – Рим. Обратно туда, где впервые встретились наши звезды. Стоя на одном колене, он произнес 4 слова. И я сказала «да». Серена Уильямс считается величайшей теннисисткой своего поколения. На ее счету 22 кубка большого шлема. По этому показателю она уступает лишь Стеффи Граф и Маргарет Корт. А теперь о другом именитом спортсмене. Сегодня день рождения отмечает легендарный американский гольфист Тайгер Вудс. На счету Вудса десятки побед на турнирах, миллионы поклонников и длинная спортивная карьера. Будущий звезда гольфа родился 30 декабря 1975 года в городе Сайперс, Калифорния. У Вудса интересное происхождение. Среди предков со стороны отца были афроамериканцы, китайцы и индейцы. А в роду у матери тайцы, китайцы и голландцы. По итогам 2009 года агентство Associated Press признало Вудса лучшим спортсменом десятилетия. В 2004 году он женился на шведской модели Элин Нордегрен. У пары родились сын и дочь, но в 2010 году они развелись предположительно из-за неверности Вудса.
До Нового года остается всего чуть больше суток. Давайте посмотрим на предполагаемых фаворитов мирового бокс-офиса в 2017 году. Это музыкальная драма «Ла Ла Ленд» с Эммой Стоун и Райаном Гослином, байопик «Джеки» с Натали Портман о жизни Жаклин Кеннеди, британская драма «Трейнспоттинг», сиквел нашумевшего фильма «На игле», еще один сиквел на 50 оттенков темнее, диснеевская «Красавица и чудовище» с Эммой Уотсон, драма «Манчестер у моря» с Кейси Эффлеком, один из фаворитов гонки за «Оскар», и, наконец, ремейк на хит 1982 года Ридли Скотта «Бегущий по лезвию» с Харрисоном Фордом и снова Райаном Гослином. Ну, на сегодня у меня все. Передаю слово тебе, Рома, и, конечно же, с Новым годом. Спасибо, Максим. В Америке новогодний праздник можно отметить по-разному. По-мексикански, перуански или на бразильский манер, но можно и по-русски. В Вашингтоне популярен новогодний праздник для детей в поместье Хиллвуд, музее, где представлена коллекция русского искусства. Борьба в буквальном смысле слова между Дедом Морозом и Сантой. Новогодние песни, пляски, сказки и поздравления Снегурочки. Кажется, они до сих пор не договорились, когда же праздновать Рождество. Привет! С Рождеством! Русский праздник в поместье Хиллвуд. Особняк исторический, в самом центре американской столицы. Сейчас это музейный комплекс. А в середине прошлого века дом и сад принадлежали Марджори Пост, хозяйке знаменитой корпорации General Foods и жене американского посла в России Джозефа Дэвиса. Ее стараниями в поместье собрана и хранится самая большая за пределами России коллекция русского искусства. В память о хозяйке в наше время Новый год и Рождество тоже отмечают по-русски. Устраивают детский утренник с песнями, танцами и коледованием. О, это волшебно! Русские новогодние традиции прекрасны. Нашему сыну понравилось то, что русский Дед Мороз, в отличие от Санта-Клауса, общается с детьми. А вот здесь мастерская. Маленькие гости своими руками делают кокошники, короны и зимние головные уборы. Украшают их золотыми лентами, фольгой и стеклянными камешками. От настоящих они, конечно, отличаются, но юные красавицы этого не замечают. Мне так нравится. Посмотрите, все светится. Я словно принцесса. Традиция изготовления здесь, на утренниках кокошников и других нарядов, появилась не случайно. Она навеяна сюжетами картин из коллекции. Вот, например, полотно «Боярская свадьба» кисти Константина Маковского. Это любимая работа Марджори Пост. Эта картина сейчас выставлена в одном из залов имения. Марджори любила традиционные русские костюмы. Ну и какой русский дом в праздник без песни? С 2001 года ансамбль «Самовар» выступает на каждом русском фестивале в Хиллвуде. Мы поем больше традиционные песни, которые родные каждому человеку из России. Много их подмосковные не слышны в саду даже шорохи. Все здесь замерло до утра. А вот на потеху публики обряд вождения ряженого медведя. Считалось, что медведь устрашает нечистую силу, но здесь ленивые выходки Косолапова просто смешили и веселили и детей, и родителей. Ближе к вечеру в парке становится безлюдно, но волшебство русского новогоднего праздника для детей обязательно повторится здесь и в следующем году. Такова традиция в этом таинственном и сказочном доме. Ануша Витисян, Сергей Москалев. Настоящее время. Америка. Вашингтон. И напоследок традиционное видео с итогами года опубликовала компания GoPro. В него вошли лучшие кадры, сделанные на камеры одноименной фирмы в 2016 году и выложенные на YouTube. 4-минутный ролик потрясающей красоты заслуживает внимания хотя бы потому, что в нем нет никакой политики.
Ничего, у нас тоже будут крутые кадры, в том числе снятые на GoPro, тем более, что в нашей команде за этот год случилось невероятное пополнение кадров. Сейчас, ребят, покажите, вся наша команда, вернее не вся, но лишь часть. Режиссеры, продюсеры, ведущие, корреспонденты, монтажеры, операторы, все, кто весь этот год делает проект «Настоящее время Америка». Больше 2 лет назад появился «Настоящее время». В этом году мы запустили полноценный телеканал и теперь делаем час эфира для вас из Вашингтона. Спасибо, что вы с нами. Для нас это многое значит. Год был тяжелым для многих, но мы уверены, что следующий, может быть, будет все-таки лучше и интереснее. Обо всем мы будем вам рассказывать. Меня зовут Роман Мамонов. Спасибо, что вы с нами. Увидимся уже в 2017.